Добрый день, вы смотрите программу «Акцент», в студии Розалия Борисова. И сегодня у нас в гостях Евгений Бухаров, директор Центра изучения проблемы людей с инвалидностью из города Москвы. Добрый день, Евгений Александрович. Евгений Александрович Бухаров, директор по интеграции и координации подготовки Паралимпийских игр Оргкомитета Сочи-2014, кандидат технических наук, член комитета по Паралимпийским играм Международного паралимпийского комитета, директор Центра изучения проблем людей с инвалидностью, город Москва. В эти дни, на протяжении 2 дней, в Якутске прошел семинар по теме безбарьерной среды. В качестве примера был взят город Сочи, подготовка к Паралимпийским играм. Да, действительно это так, потому что в Сочи было действительно масштабное мероприятие, к которому готовились достаточно серьезно, готовился оргкомитет, готовилось и федеральное агентство, и министерство, готовилась администрация города Сочи, и готовился регион. Поэтому действительно для такого масштабного мероприятия, которое Международный паралимпийский комитет считает моделью инклюзивного мира, моделью доступной среды, действительно очень серьезная подготовка велась. Ну, вот, говоря о безбарьерной среде, мы имеем в виду в качестве примера Сочи, да, не только спортивные объекты, это и доступность жилых домов. Да. Дело в том, что действительно для того, чтобы люди с инвалидностью почувствовали себя комфортно в городе, доступны должны быть не только спортивные объекты, на которых они соревнуются, но и объекты города, поскольку люди приезжают, спортсмены, для того, чтобы познакомиться с культурой города-организатора, познакомиться с кухней, познакомиться с историей города. Поэтому, естественно, что все сервисные объекты, которые могли понадобиться зрителям с инвалидностью, спортсменам с инвалидностью, должны были быть доступны. И должны были доступны быть все туристические объекты, транспортная инфраструктура, плюс транспортная инфраструктура тех городов, через которые летели спортсмены и зрители с инвалидностью в город Сочи. Поэтому действительно был комплексный подход к созданию доступной среды в городе. Вот на протяжении 2 дней обсуждалось очень много вопросов по созданию безбарьерной среды. Вот в Якутске какие вопросы стали самыми актуальными? Ну, конечно, вопросы, они, наверное, не отличаются от того, что является сегодня актуальным для всей страны. Это, конечно, большая нормативная база, что именно и как необходимо использовать при создании доступной среды. Это вопросы доступности жилья, поскольку он сегодня действительно очень достаточно остро стоит. Мы создаем доступную среду для людей с инвалидностью, но мы должны задуматься о том, что как они выйдут из своего жилого помещения для того, чтобы получить услуги, для того, чтобы воспользоваться всеми теми благами, туристическими объектами, услугами, которые предоставлены для всех. Поэтому, конечно, эти вопросы очень интересовали. Вопросы, как взаимодействовать с негосударственным сектором, как взаимодействовать с коммерческими организациями, частными организациями, для того, чтобы они тоже начали создавать доступную среду. А что касается вот именно объектов для жительства, да, то есть домов, строительства домов, то здесь какие бывают нарушения, потому что сейчас ведь если застройщик построит такой дом, который недоступен, да, не является удобным для людей с инвалидностью, это уже уголовная ответственность. Ну, на сегодняшний день не совсем, я бы сказал, уголовная. У нас по нашему законодательству все объекты, построенные и спроектированные после 1 июля 2016 года, должны быть полностью доступны для людей с инвалидностью. Что туда входит? Люди с инвалидностью должны свободно совершенно передвигаться по территории этого объекта, войти через входную группу, передвигаться по всем путям, которые есть, там, горизонтальным, вертикальным, дойти до зоны оказания услуги и, в общем-то, покинуть объект совершенно беспрепятственно. И в том числе, если, не дай бог, случится какая-то чрезвычайная ситуация, человек с инвалидностью тоже должен иметь возможность покинуть объект, либо остаться в зоне безопасности до момента, пока его не спасут сотрудники МЧС. Поэтому вот полностью это все необходимо учитывать при проектировании объектов. Поэтому, ну а для Якутска, конечно, в первую очередь это специфика того, что на почве такой необходимо строить дома на сваях. Поэтому, конечно, это высокие первые этажи, это высокие этажи, на которых располагаются объекты услуг, да, которые предоставляют услуги, торговые точки.
Поэтому, конечно, проблема в том, чтобы сделать доступными их, людей с инвалидностью, чтобы они могли точно так же, как все остальные, пользоваться этими услугами. Ну и доступ к первым этажам жилых домов. И, конечно, это не должно ограничиваться только входной площадкой, но и за входными дверями тоже должна быть доступность до квартиры, чтобы человек мог спокойно и войти в дом, и выйти из дома, для того, чтобы мог воспользоваться всеми услугами в городе и сервисами. А если пройтись по регионам, то какой регион сейчас лидирует по доступности? Ну, я бы брал не регионы, может быть, города. Конечно, у регионов разная очень ситуация, потому что есть дотационные регионы, есть регионы-доноры. Конечно, кто-то вкладывает свои деньги, как Москва, допустим, и Татарстан. Кто-то участвует в программе «Доступная среда» и получает дотации бюджета на развитие доступной среды. Если говорить о городах, они более показательны в этом плане. К сожалению, тоже есть другая сторона проблемы создания доступной среды в сельской местности. Но среди городов я бы отметил, конечно, в первую очередь это Сочи, поскольку там действительно проведена была огромная работа. И, собственно говоря, сейчас можно воспользоваться опытом Сочи, поскольку вся администрация, которая участвовала в подготовке к играм, она находится на месте, они продолжают эту работу, стараются поддерживать город доступности. Это Москва, это Казань, это Ханты-Мансийск, это Ижевск, вот города, где, собственно говоря, развивается. Новосибирск. У каждого города есть свой уникальный опыт, есть своя специфика, но вот, тем не менее, наверное, есть еще другие города, к сожалению, пока еще не везде побывал. Угу. Ну вот на семинаре еще был момент, когда обсуждали и операционную деятельность, организацию, да, и подготовку кадров. Вот здесь с чего нужно начинать? Вы знаете, это серьезный вопрос, потому что не только физическая доступность, это пандус, подъемник, либо доступный туалет, входная дверь, но очень важно, чтобы сам объект организовал свои услуги, и они были доступны и комфортны для человека с инвалидностью. То есть на объекте должна быть либо регламент оказания услуг, либо положение, либо какой-то стандарт оказания услуги человеку с инвалидностью. Этот документ должен быть известен сотрудникам объекта, они должны пользоваться его, они должны выдерживать стандарт оказания услуги человеку с инвалидностью, понимать, собственно говоря, как говорилось, каждый солдат должен знать свой маневр, и сотрудники должны знать, каким образом оказать услугу человеку с инвалидностью. Для этого не только нужно проработать полностью операционную деятельность, как встретить человека с инвалидностью, какую информацию в доступном формате ему передать, как его обслужить на объекте, но также обучать персонал, как взаимодействовать корректно с человеком, имеющим инвалидность. К сожалению, мы редко видим людей с инвалидностью на улице и не понимаем подчас, как с ними общаться. У нас есть какие-то стереотипы, предрассудки в отношении людей с инвалидностью. И поэтому психологический барьер создается у людей, которые редко общаются с инвалидами. Они не знают, как правильно себя вести, как этично общаться с человеком, имеющим инвалидность, как ему предложить помощь и как оказать помощь, если она нужна такому человеку. Это очень важно с точки зрения оказания доступной услуги, чтобы не только регламент был прописан и полностью как услуга оказана, но чтобы и персонал хорошо понимал, как это можно сделать, и не только теоретически, но и практически смог отработать эти навыки, чтобы само качество услуги не страдало от того, с кем общается человек, с инвалидом или с человеком без инвалидности. Вот Якутск такой регион, что и в зимнее время у нас очень холодно, до минус 50 доходит. И вот здесь вот как нам быть, с чего нужно начинать, как город превратить в безбарьерную среду? Вы знаете, я бы начинал с того, что надо обучать людей, надо информацию о том, как создавать доступную среду, как обучать персонал, как прорабатывать услуги, делать их доступными. Надо в первую очередь обучать людей, чтобы уже менялось мировоззрение в отношении людей с инвалидностью, менялось понимание того, как должна создаваться доступная среда, что она важна не только инвалидам, она вообще важна всем, потому что доступная среда удобна для нас. Если мы путешествуем с большим чемоданом, если мы путешествуем или идем куда-то на прогулку с детьми, она удобна для пожилых людей, она удобна каждому из нас, если у нас какая-то временная травма, не дай бог, либо мы заболели. Поэтому и к доступной среде нужно относиться к тому, что это не для инвалидов, делается не для инвалидов, это делается для всех нас, потому что это реально удобно нам всем. Мы можем сейчас говорить о безбарьерной среде в селах?
Вы знаете, ну, в какие-то аспекты проще, потому что, собственно говоря, там нет высотных зданий, там нет каких-то лестниц. Но, наверное, там есть свои аспекты, потому что, в общем-то, наверное, школы, наверное, поликлиники, которые есть в школах, они тоже должны проектироваться уже с 1 июля полностью с учетом доступной среды, и персонал точно так же должен быть готов к этому. В отношении частных домов, конечно, это более сложный вопрос, но тут уже, конечно, это не настолько регулируется государством. Ну и последний у нас вопрос. Вы посетили еще и один объект у нас в Якутске. Да, но я посетил не один, я уже был на нескольких. Ну, то есть с проверкой я посетил один объект. Это техникум-интернат республиканский. Был на других объектах, просто было время как бы познакомиться с объектами культуры Якутска. Но действительно мы посетили с проверкой, практическое занятие по мониторингу мы провели в интернате. В общем-то, ну, условно, скажем так, что доступность там создана для того, чтобы дети с инвалидностью, студенты с инвалидностью могли обучаться. Но давайте смотреть на то, что наш семинар — это не оценка того, что сделано и как это сделано. Это скорее практическая отработка навыков людей, которые проходили семинар, с одной стороны. С другой стороны, мы нацелены не на то, чтобы оценить и как-то сказать негативно, мы нацелены на то, чтобы помочь людям, которые занимаются этой серьезной проблемой, серьезным вопросом обучения детей и трудоустройства их в дальнейшем, помочь им создать более комфортные условия. Поэтому я надеюсь, что наши рекомендации, они послужат на благое дело тому, чтобы интернат действительно стал более комфортным для детей. Евгений Александрович, спасибо, что посетили нашу студию. Спасибо за содержательную беседу. Пожалуйста. Вы смотрели программу «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.